Шаг на новый уровень смогут сделать отечественные реставраторы с помощью нового оборудования при восстановлении пострадавших картин, спасенных из пожаров здания Союза художников. Светильники специализированного оборудования имеют очень высокую степень цветопередачи, практически как у солнечного света. Они позволяют избежать искажения при реставрации картин. Это установка для реставрации предметов искусства. Установка с двумя видимыми источниками света. Световая температура 4000 кельвинов. Высокий уровень цветопередачи, около 98. Есть такой индекс CRI, Color Rendering Index. Он как раз показывает нам, какая цветопередача у приборов в реальности существует. У Солнца это 100 единиц, у этого прибора около 98. Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Русский музей и другие музеи Российской Федерации работают с оборудованием компании Masterlight. Также эти комплекты используются в Германии. Оборудование разрабатывалось с учетом пожеланий реставраторов. Национальной картинной галерее также передан комплект очков для защиты глаз при работе с ультрафиолетовым источником света. Установка может работать на штативе, а также можно устанавливать на рабочее место реставратора. В данный момент мы на нашу установку смонтировали ультрафиолетовый источник света. Он также подключается к блоку питания, как и видимые источники света. Вот сейчас мы его включим, мы видим свечение. Особенно это заметно на каких-то белых предметах. Ультрафиолет нужен для проведения непосредственно исследований. Какие-то записи на картинах, следы предыдущей реставрации. Реставраторы, как специалисты, они знают все это. Реставрационный комплект подходит для исследования всех видов живописи – иконописи, графики, фотографии, керамики, цветных камней, драгоценных металлов. Следует отметить, что группа реставраторов из России, прибывшая ранее в Абхазию, уже провела первичную работу. Очень серьезным контактом Министерства культуры России и Абхазии, Министерство культуры Абхазии, сразу же после нашей трагедии прибыла большая группа реставраторов из разных больших музеев и центров реставрации имени Грабаря. В данный момент, они первичную работу выполнили, а дальше уже, те, которые остались, они относительно в неплохом состоянии. Их тоже надо закреплять, их тоже надо восстанавливать, но первые, которые сильно пострадали, они взяли на себя, законсервировали. На протяжении нескольких дней представители компании Masterlight наглядно показывали абхазским реставраторам возможности портативного реставрационного комплекта в процессе работы. Директор фонда Национальной картинной галереи Сурам Саканя отметил важность полученного оборудования в процессе реставрационно-восстановительной деятельности. Я сейчас не уверен, что на всем Кавказе больше ни у кого нет, но почему-то я убежден, что у ближайших наших соседей, как Сочинский музей, может быть, даже Краснодарский, во всяком случае, не все музеи имеют такую аппаратуру для реставрационно-восстановительных работ. Реставрационно-восстановительными работами уцелевших картин будут заниматься Анзор Саканя, Леонид Инык и Маяна Габлия. Компания Masterlight – популярный российский бренд высококачественного светодиодного оборудования и аксессуаров, предназначенных для создания систем освещения различных уровней сложности. Компания специализируется на разработке и производстве специализированного оборудования для музеев. Это оборудование как для экспозиций, для проведения выставок, подсветки предметов искусства, так и для реставрации, для лаборатории реставрации живописи, и других видов реставрации. В данный момент, в частности, мы, узнав о трагедии, которая произошла в Национальной галерее Абхазии, решили внести свой посильный вклад в общее дело и передали в дар установку для реставрации, в частности, живописи. За 25 лет работы покупателями продукции Masterlight стали более 500 000 человек. С использованием продукции бренда реализовано несколько тысяч проектов по освещению. Основные приоритеты компании всегда остаются неизменными. Это безопасность, эффективность, качество и надежность. Шазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.